Госсоветник президента Республики Южная Осетия, руководитель юго-осетинской делегации Константин Кочиев поприветствовал гостей и отметил важность подготовки к предстоящему очередному раунду женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который пройдет в марте текущего года. Кочиев отметил, что на повестке дня очень важные вопросы, и они прежде всего касаются вопросов безопасности. Этому вопросу хочется уделить максимальное внимание, чтобы найти понимание тем деталям, которые еще остаются несогласованными, сказал Кочиев. Мы проводим каждый раз перед встречей на Женевской площадке такую встречу в Цхинвале, во всех столицах стран, участвующих в женевском формате. Ну, по крайней мере, Южная Осетия, Абхазия, Грузия и Россия. Как показывает практика, это очень полезная возможность сверить часы, обсудить не только повестку, но и многие важные вопросы, которые имеют отношение к работе дискуссии по безопасности. И то, к чему мы очень долго пытались подойти, это предметный разговор о проекте заявления о неприменении силы. Сопредседатель от Евросоюза Магдалена Гроно поблагодарила юго-осетинскую сторону за теплый прием и отметила, что они будут уделять большое внимание не только основным вопросам повестки дня, но и станут учитывать ситуации на месте. Такого рода встречи должны нести продуктивный характер. Мы рады снова быть в вашем красивом городе и рады этой возможности обсудить вопросы подготовки к предстоящему раунду. И мы считаем, что особенно важно, чтобы женевские дискуссии были продуктивными, особенно в условиях сложной геополитической обстановки. По итогам встречи состоялся выход к прессе. Сопредседатели отметили, что встреча несла продуктивный характер. Были обсуждены все вопросы повестки дня, которые будут рассматриваться и в Женеве. Рассматривались как гуманитарные, так и вопросы безопасности. Thank you very much. Спасибо большое. В ходе подготовки к каждому раунду мы всегда посещаем регион. В данном случае сегодня здесь, в Цхинвале, мы подробно обсудили вопросы как гуманитарные, так и вопросы безопасности. Что касается вопроса о неприменении силы, он является одним из ключевых вопросов на повестке дня женевских дискуссий. Сегодня мы подробно этот вопрос обсудили, в частности, позицию юго-осетинской стороны по данному вопросу, и мы надеемся, что в будущем увидим какой-то прогресс. Сегодня мы очень подробно обсудили вопросы обеих рабочих групп, а также определенные вопросы, которые имеют непосредственное влияние на жизнь населения в регионе. Наша работа и эти обсуждения своей основной целью имеют обеспечение продолжительной стабильности в регионе. Сопредседатели отметили, что на протяжении нескольких лет сохраняется мир в Закавказье, и это показатель совместной эффективной работы. Алена Оттаева, Алим БТ, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.